вот, мои дорогие, я поспала, уже встала. И пока я мила завтраком маму и Дивера, и мои мальчики тоже уехали на работу. Втроем сегодня они поехали. Ибрагим, Джабраил и Дивер. Короче, они на работе. Старший сын у меня на больничном дома. Ну, все держат уразу, как вы знаете. Днем мне не надо заморачиваться насчет еды. Что ты хочешь? Минуточку. Так, ну вот, из-за того, что, друзья, у нас погода была такая до сих пор, поэтому немножко все вместе. Тепло пошло сразу, как вы знаете, причем везде, не только у меня. Поэтому немножко такое вот весеннее неуспевание, можно сказать. Ну ничего. Так, смотрите, что хочу. Все равно делаю, подключилась, поэтому камеру подключила. Поставила стирку. Здесь у меня этот, как его, покрывало было уже грязное. Положила в стирку, помыла посуду после завтрака. Теперь хочу, вот смотрите, еще вчера пожарила капусту. Это помните, у меня много оставалось капусты после голубцов. Потому что 10 килограмм голубцов было. 4, даже, по-моему, 10 килограмм я на продажу сделала. И килограмма 2 дома сделала, получается, да. 5 белков капусты у меня было. И обрезков, и вот этих вот кочанов оставалось много. Поэтому мне было его жалко. Я их вот так вот пережарила. Морковку сюда нашинковала, лучок. Немножко добавила пакетик чим-чима для капусты, потому что немножко кислинка. Мне нравится, чтобы пирожки были с кислинкой. И, как я сказала, старший мой сын обожает пирожки из капусты. Я тоже люблю, и мама любит. Ну, остальные едят, но не очень. Поэтому... И теперь я ее... Обычно на работе тоже мы вот так вот. Если остался салат из капусты, вот днем мы утром делаем салат из капусты, он к вечеру остается. Я его пережаривала, капусту, и клала в морозилку. И потом, когда были заказы на пирожки, размораживали быстро в микроволновке и милое дело. И точно так же буду делать и сейчас. В любое время она у меня будет и не пропадет. И вообще-то даже вот по моему правильному питанию тушеная капуста на гарнир. Очень даже хорошо. Тушеные овощи есть. Вот. У меня вот такие вот формочки для заморозки. Я их купила в светофоре. Буду в этих коробочках. Ну, пока у меня в морозилке вроде бы есть место, позволяет коробки такие. А так можно и в пакетиках. Просто не знаю, сейчас мне захотелось в коробках таких. А потом, когда буду уже делать начинку на пирожки, я добавлю зелень. Просто у меня на данный момент зелени нет. Быстренько сейчас это уберу. Все, короче говоря, как мне говорит Валя, буду делать все по порядку, да? Что сначала, что не терпит, то вперед, а что терпит, немножечко подождет. Так будем делать, друзья, да? То браться за все, конечно, не успеваешь. Хочется и то, и цыплят разводить, и огороде, чтобы было, и покормить, и типа работы даже. Ну, хочется все, но человек же не успевает, любой человек не успеет. Конечно, даже сегодня, вы знаете, вот хожу, не то что хожу, а бегаю. Вот бегом туда, бегом обратно, там надо покормить, тут убрать. И уже мысленно думаешь, что сделать в первую очередь, что в вторую очередь. И тут у меня начали рыть. Я сыну сказала, что хорошо бы было, если бы компост мы делали дома, да, вот, чтобы все вот туда кидать. А я ему сказала сделать такое изделие, ну, деревянное какое-нибудь там, закрыть место. Они стали рыть яму большую, выкопали большую яму, чтобы туда кидать отходы, чтобы туда вот навоз, солому, и чтобы был у меня как бы перегной, да, и можно кинуть в огород, потому что все-таки чистый навоз, если кидать, то очень много медведки получается. И поэтому, и знаете, что они мне сделали? У меня там была посажен большой длинный ряд моркови и свеклы. Они мне закидали землей эту морковку и свеклу. Сейчас посмотрела, у меня семян, ну, чуть-чуть есть семена свеклы и моркови, ну прям вот капелюшечка только осталась. Придется покупать, но хорошо, еще не поздно. Смотрю, а свеколка уже всходит, где вот они не засыпали землей. У моркови, правда, еще не видела, я не знаю.
Ой, вот не зашла, не посмотрела, что они там делают. Вчера вот целый день у меня был заказ же, а они мне вот так вот начудили. Хотели сделать хорошо, получилось как всегда, да? Ну ничего, время есть еще пересеять, пересеем. Правда, я большой, такой длинный ряд моркови посадила, поливала этим распрыскивателем. Но, видимо, видите, так посадишь, не взойдет, всходит. Вот такая вот напасть. Не везло мне с морковью. Так. Аромат от капусты прям вот вы не поверите какой. Это, наверное, еще когда ты голоден, хотя еще не время быть голодной, еще утро только. Но все-таки рецепторы, наверное, больше как-то пищевые вот эти принимают запах пищи. Так, ну все. 4 контейнера у меня получилось. Сын даже сейчас зашел, увидел. Вот сегодня будут пирожки с капустой. У меня тесто есть в морозилке. Может быть, будут сегодня и пирожки с капустой. 1 контейнер я просто не заморожу. Так. Что-то стоит, наверное, взять такие контейнеры тоже. Но хотя, вот, понимаете, вот я вот сейчас смотрю, крышка не очень-то плотно. Как-то она не так плотно, как бы я хотела. Если крышка не плотная, то запахи сюда будут поступать. А нет, по-моему, и все уже нормально, да. Но все равно, если бы была плотная, было бы хорошо. Особенно для этих, как их, для фруктов и ягод, чтобы запахи не перебивались. Все равно мне не очень-то нравится плотность этих крышек. Ну ладно, пойдет. Так, все. Теперь я побегу дальше. Ну вот, мои дорогие, вторую работу по плану я выполнила. Видите, они хотят пить, потому что я хотела их пустить на пол, и поэтому брудер не ставила водичку. Очень хотят пить. Ну вот так вот я их опустила на пол. К сожалению, у меня не осталось сена, соломы, и только вот от кукурузы стебли вот эти вот. Ну, постелила, пока пойдет. А там, наверное, куплю сено. Несколько этих квадратных пачек куплю для подстилки. И пока вот тем же брудером, в чем они были, отгородила. Пока им хватит этого места. Конечно, непривычно немножко, но вот видите, начали уже копошиться. Как кулочки. Пока все нормально, друзья. Нет никаких у меня пререканий, ничего. Вот первые 6 штук, как я потеряла, я вот когда высаживала блюдо, вам говорила, с тех пор ничего не пропало. Но я вижу, как очень много петушков. Просто, наверное, почти все будут петушки, как я вижу. Жалко, конечно, но вы знаете, в основном те, кто продают, они знают, когда даже суточные, кто петушок, кто курочка. Курочки тоже есть, но я вот немного вижу петушков. Вот эти вот большие, которые побольше, вот эти вот желтенькие, вот видите, они намного крупнее. Это французский бройлер, называется венгерский великан, по-моему. Французский бройлер, венгерский великан, да? Звучит красиво. Остальные там накиднек и еще что-то, я уже не знаю, короче, не буду мудрить сейчас. Ну и домашние среди них. И вот голошейки тоже, что домашние тут есть голошеечки, что цветной бройлер. Но пока вот этот великан идет впереди. Домашние, вот видите, они поменьше. Сразу видно, что они поменьше. Вот когда опустила их на пол, они прямо вот пищали все. А теперь, как вы видите, вон как уже и копошатся. Все, привыкли. Вот хотели пить просто много чая. Так, надо будет еще по баночке налить им водички. Еще раз налью воды и пойду в огород уже. Это уже по плану 3 будет. Все будем делать по плану. Что первое, что второе, что третье. Работы, конечно, как я вам сказала, у нас много, но ничего, зато мы заняты, да? Вот уже кушать начали. Тут, машалlah. Все будет хорошо.
Надо мне еще и гусят сюда в грудер вынести, но это попозже. Ну вот, мои дорогие, я уже в огороде. Так, значит, объем работы вам покажу. Прорыхлила чеснок, как вы видите. Хороший чесночок, я довольна. Лучок прорыхлила. Это тут вот растет укропчик. Так, тень моя. Укропчик, но пока его не рыхлить ничего нельзя. Поставлю вертушку сегодня. Немножечко пролью. Так, и это я прорыхлила. Прошлась, чтобы немножко было. Так, буду вот так вот показывать, чтобы тени не было. Так, значит, если я так встану, будет тень. Ну, вот так вот. Вот. Щавель, спасибо Лиде, моей соседке, прижился. Тоже сегодня буду поливать его. Лучок вот тут вот тоже прошлась с тяпочкой. Вот. Так, вон там по периметру тоже прошлась немножко тяпочкой. Смотрите, как птички щебечут, да? Так, теперь посадила вот здесь вот 2 пачечки морковки. У меня была морковь, как я вам сказала, морковь и свеклу у меня затопили. Сейчас покажу вам, что они тут мне делают. Эта морковочка мне присылала еще Валя, моя подруга с Германии. Вот посадила 2 этих рядочка. Посадила еще такой вот маленький рядок рядом с чесноком укропчика. Потому что укроп тоже они у меня тут. У меня тут было, я вам скажу, я вот большую пачку свеклы посадила. Я его попросила сделать небольшую яму под компост, как я вам говорила. Представляете, какую огромную они мне ее сделали. Я даже не яму просила, я просила чуть-чуть вот, ну, на штык подкопать, наверное, вот даже не половину, а 1/3 часть вот этого вот куска, который они сейчас вот вырыли, и обставить его там шифером вон ненужным чем-то. Ну вот что они мне тут натворили. И вот эта вот земля, вот которая лежит, вот, они мне засыпали именно 3-4 ряда, которые я тут посадила. Но они, видимо, не знали. И я не пришла, как назло, сюда. Видите, тут посажена свекла, и она уже всходит. Вот, было 3, по-моему, ряда свеклы. Вот тоже свеколка всходит. 3 ряда свеклы и длинный ряд моркови. И 1 ряд укропчика. Ну, укропчика я сейчас пока еще не вижу. Но вот что мне сделали, короче говоря. Ну, делать нечего. Теперь будем... Свеклы у меня 1 маленькая пачечка только осталась. Надо будет еще купить. Алхамдулилlah, не поздно еще сажать. Так что вот так вот, друзья. Работы, как видите, много. Этот участок мне надо тоже капитально. Вот что, видите, лучок, там все такое. Но это не спеху. Единственное, надо тут немножко у меня петрушечки. Вот тоже пока не очень дружно растет, но на первое время мне надо будет вот освобожу сейчас быстренько эту петрушечку. А так этот участок еще может подождать до рассады. Вообще-то, да. И я вчера, когда была на рынке, купила себе клубнику, друзья. Я не умею ее выращивать, но пока купила. Пока сегодня посажу, а потом по ходу буду и смотреть в ютубе, и консультироваться, кто разводит клубнику. И я не знаю, я хотела в какой-то вот крайний ряд вон там посадить, но там вот крайние ряды я уже посадила картошку, а самый крайний ряд там тень бывает. Так что знаете, как я хочу? Наверное, вот так вот по лунке буду делать и вот так вот посажу, потому что когда будет пахать трактор, отсюда, вот как в этом году, будет пахать отсюда. А вот этот кусок, как бы, да, сколько, ну, она же будет размножаться, этот кусок оставлю для клубники и не буду его больше перекапывать. Вот так вот я решила, не знаю, правильно, друзья, неправильно. Я опять-таки говорю, что клубникой заниматься не умею. У меня как-то была в том палисаднике клубника. Она немного, ну, небольшой кусочек, она мне давала клубнику, мы ели так, просто чтобы вот как бы вкус немножко клубники домашней почувствовать. Она у меня посажена вон там, но я ее не просто пропалываю, и все, и она у меня зарастает. Видимо,
по-моему, же ее надо как-то эти усики убирать. Ну, короче, я не зацикливалась, не смотрела. Надо будет посмотреть. Хочу вот заняться тоже, вот, чтобы вот дома хотя бы малышам, чтобы была клубника домашняя, не без удобрений, без ничего, без химии. И вот поэтому купила клубнику себе на посадку. Сейчас буду сажать. Тоже сначала сделаю здесь, выкопаю лунки. К сожалению, даже лунки выкопать сегодня дома никого нет. Я забыла. Мне надо было вчера, чтобы они выкопали лунки. Опять-таки, я даже не забыла. Я думала, в какой-то ряд посажу. Но если я сюда где-то в ряд посажу, она мне будет мешать при вспашке. С той стороны, как я сказала, там тень. Не повезло. Надо было предпоследний ряд мне оставить, не сажать картошку. И как-то и картошку сейчас жалко выкапывать, наверное, да? Ну ладно. Короче, по-моему, такой вот вариант самый оптимальный. Посадить ее вот так вот в один ряд посажу. Посмотрим. Я даже не знаю, сколько там кустиков. Сколько было у моего друга, можно сказать, у моего знакомого Ансара, столько я взяла. Клубника, он сказал, что она ремонтантная. Но название я забыла спросить, но спрошу еще. Мы с ним миллион раз еще будем видеться. Так, ну вот, друзья. Прополола я клубнику, но прореживать ее буду позже, потому что прозвучал обеденный азан. Видите, вот что значит не уметь выращивать клубнику. Как-то постараюсь ее все-таки выкопать, в ряд посадить. Ну, не все выкопать, а вот что мешает друг другу, да, наверное. Немножко после намаза посмотрю, полажу по интернету, посмотрю, что нужно делать. Будет ли ответ для этого. Покормлю маму обедом. И снова в огород уже надо посадить клубнику. Вот так вот. Здесь прополола. Время быстро лежит. Ой, бежит все-таки. Вот так вот, мои дорогие. Пошла я дальше. Так вот вы будете узнавать, что и как. У меня вот немножко нарвала чесночка. Мы его любим таким свежим. Так что отсвечивает. Я даже не вижу, что я снимаю. Все. Ну вот, мои дорогие, затянулась моя клубника. Честно вам скажу, я не знаю, я какая-то вот то ли дура, то ли что. Я не могу себе о себе даже не сказать, что. Я не думала, что этой клубники столько. Я даже не задумывалась, когда покупала, что ее так много. Думаю, ну 1-2 ряда мне придется посадить. А вы представляете, сколько я посадила? В этом каждом кулечке, оказывается, 12-15, в одном даже 17 кустиков было. Поэтому этот кусочек весь, который я, как вам показывала, что буду сажать перчик болгарский или горький, пошел под клубнику. Оказывается, ее очень много. Но пока я чеснок не стала выкапывать, между чесноком сделала ряды, потому что чеснок мы будем потихонечку есть и освободиться грядочка. Получилось 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов клубники. Представляете, сколько у меня? Это огромная грядка клубники. Не знаю, вроде бы я сорт не спросила, он сказал, что это ремонтантное, название не спросила. Надо будет спросить в следующий раз. Вот так вот, видите, я ее посадила в лунки пока, вот по рядам, как смогла, ряды сделала. Уже чуть-чуть через недельку надо будет, он сказал, подкормить ее удобрением, но пока не надо. Так что вот так вот, друзья, все уже, как видите, солнце уже заходит. Надо быстро бежать готовить. Как я сказала, буду что-то быстренькое готовить. Так, этих гадов мне нужно убрать. Они у меня едят щавель, как видите. Ах, вы хулиганки. А ну-ка быстренько отсюда. Давайте домой. Вот так вот, друзья. Все, поставила туда вертушечку. Вон. Видно? Ага, видно. Там я немножко посажен укропчик, чтобы была влажность. Все, пойдемте теперь готовить, друзья. Так, что-то работала, пить захотелось. Ну ничего, уже почти. Немножко остается времени. И будем кушать. Так, вот так вот.
А, да, вот я петрушку еще прополола. Видите? Прополола и хорошенечко пролила. Вот, так что первая петрушечка будет. И тоже, наверное, чем-нибудь надо удобрить, чтобы она быстрее росла. Чтобы уже не покупать зелень. Вот так вот. Так, ну вот, мои дорогие, теперь мы приступаем. Ой, на минуту погас свет. Приступаем к готовке. Так, чайник у меня закипел. Готовки ифтара. Будет легкий ифтар, быстрый. Так, значит, здесь, как вы видите, по-моему, видно, да, вот морковь обжарила с луком. Мясо у меня уже почти разморозилось. Ну, водички. Ой, да, не засунула. Варю компотик из персика с красной смородиной. Сахар не закинула, он уже минуты 3-4 как кипит. Сейчас принесу сахар. Все быстренько в процессе, друзья, потому что времени не очень много до ифтара осталось. Вот так, вот так. Курица, как помните, не сегодня, как я делала, а раньше. На маленькие кусочки, помните, я их и в холодильник. Вот они у меня уже. Корочка разморозилась, можно сказать. Теперь немножечко обжарю вместе с этой морковкой. Пока чищу картошку, она немножко будет там тушиться, да? И быстро закину картошку, налью водички и все, больше ничего не буду делать. Как я сказала, будет легкий ифтар. Потом уже к чаю, когда уже мальчики будут возвращаться из мечети, сделав таравих намаз, наверное, приготовлю наш хворост. Так, теперь, что мне нужно? Мне нужно посолить. В принципе, посолить можно было и тогда, когда картошку закину. Сейчас перемешаю. Решила сегодня в такой, не в сковороде, а прям вот в кастрюле. И, друзья, мне очень нравятся эти кастрюли. Я прямо не знаю. Вот одна моя подписчица, я одной моей подписчице покупала, но никак у нее не спрошу, как она. Они очень легко чистятся, прям вот дно у них легко чистится. Я не знаю, мне очень нравится. Пища не подгорает, легкие такие. И прямо вот чистятся тоже очень быстро и легко. Любой, и изнутри, и снаружи. Но это тоже не реклама, просто я вот довольна этой кастрюлей. Этими кастрюлями, вернее. Так, все. Сейчас пойду за сахаром. Ой, в ранку попала соль. И, друзья, у меня, оказывается, у цыплят расклев. Так, видите, уже вторая рука у меня в зеленке. Я их... Я сегодня слова забываю. Намазывала зеленкой ранки, где они себя расклевали. Это, наверное, слишком много света было у них, то ли, скорее всего, тесно было до того, как я их отпустила на пол. Им было тесновато. Так, теперь сахар. И уже с сахаром просто и компотик буквально минуты 3-4. И он готов. А то, как я сказала, в банках компот закончился, а на ифтар моим обязательно бывает нужен компотик. Так. Здесь я газ убавила, прибавлю снова. И сейчас почищу картошку, подключусь снова. Так, ну вот, картошку я уже успела почистить. За это время у меня уже курочка почти готова, если даже не готова. И сейчас отправим картошку сюда. Вот так вот. Очень плохая картошка оказалась, я покупала. Прям вот, видимо, червячок маленький был. Маленькие точечки очень много. Так, еще раз посолим. Поперчим. Так вот целый день у меня с вами и прошел, получается, да, понемножку подключалась. Это острый перец. Также добавлю паприку. Так, пришли мои уже работники домой. Чесночный перец. Сейчас немножко перемешаю. И, друзья, вы знаете, может быть,
старшее поколение учить не надо, да и может быть и молодежь не надо учить, но все-таки может кому-то пригодится. Обычно я, знаете, что делаю? Когда начинаю готовить, что бы я не готовила, первым делом я ставлю чайник. Потому что обычно всегда бывает при готовке, в принципе, в основном нужна горячая вода. Иногда вот забываемся, что потом ждем, пока чайник там закипит, вода закипит. А я сразу первым делом, только иду готовить, сразу ставлю чайник. Если будет нужен, будет нужна кипяченая вода, будет не нужно, то она и будет стоять, да, вот. Может быть, кому-то на заметку будет. Теперь зальем кипятком и под крышкой потушим минут 20. Ну, до готовки картофеля. Курочка почти готова, она вместе приготовится вместе с картошкой. Тем временем я потихонечку приготовлю, накрою на стол, там, нарежу хлеб, все такое. Салатики у нас закончились. Наверное, сделаю морковный салат на быструю руку, да? Потому что все-таки что-то нужно. Все, много воды тоже не буду наливать. И пусть теперь тушится сейчас. Крышечку накрою крышкой. Нет, и вот накрою крышкой, и пока будет стоять. Так, ну вот у нас почти готов наш ужин. Наш ужин ифтар. Я сегодня печку не мыла. Немножко испачкала. Так, значит, лавровый листик на этой стороне. И я захотела свежего чесночка. Помните, я в огороде брала. Добавлю свежий чесночок. Аромат прям великолепный. Вот такое вот замысловатое блюдо. Ну, это блюдо все знают, но просто я вам говорю, что у нас сегодня будет на ифтар. И у меня еще стоят манты вчерашние. Сейчас тоже принесу, поставлю разогревать. Так, сейчас поставлю. Все, теперь пускай минут еще готов, наверное. Проверю. Ну, еще минут 5 до готовности картофеля. Время еще есть, будет томиться потихонечку. Сейчас принесу. Вчерашние манты. Сюда еще водички. Теперь поставлю чайник. Пойду дальше. Ну вот. Зелень. Ну вот, друзья, натерла на терке по-корейски морковь. Сегодня будет такой салат экспромтом, наверное. На то он и салат. Как не сделаем, так он и будет. Правильный он, неправильный. Это будет не салат по-корейски. Не смогла найти мелкую насадку на терке, не знаю, это как Танзила картошку шинковала на салатик крупная, ну ничего, делать нечего. Куда-то, наверное, закинула, сейчас в спешке я не могу найти. Хочу просто добавить зеленый лук, свежий чесночок зеленый тоже, и чин-чин добавлю, будет быстрее. Как вариант тоже можно иногда. Не заморачиваться как-то, да? Я думаю, будет вкусно. Запах свежего чеснока.
Я не очень-то люблю эту заправку, но иногда пользуюсь. Все тщательно перемешаем. Так, чайник закипел. Вот и сварились. Что теперь? Осталось времени не очень много. Ну, как раз я все сделала. Знаете, я этот салат, он слишком крупно нарезан. Придется мне его все-таки руками немножко помять. Дело в том, что это для нас дома, так что можно. Шичка помою все. Хочу немножко добавить растительного масла. И немножко остренького перчика. Мальчики любят остренькую. Вот такой вот салат. Что-то я понизила голос совсем. Готов к ужину. Нашему ужину и второму. Ну, накрывать на стол, показывать накрытый стол я не буду. Ну вот как-то так вот. Сами теперь поняли, что у меня есть на ифтар, да? Что? Вообще, по идее, даже как бы у нас даже не рекомендуют показывать, что готовится на ифтар, потому что люди могут смотреть, у кого нет возможности, что, ну, как мне объяснили, что-то купить, могут захотеть, это неправильно, как бы, да. Ну вот, вот такой вот, покажу вам просто на накрытый стол, но буду показывать. Послала Ибрагима за финиками. Так, ну вот, вот такой вот, я не знаю, как назвать, жаркое, соус, что как, кто как хочет. Это кому, кто хочет, манты будет есть, салатик, свежий лук и свежий чесночок я почистила, тоже вот так вот, свежий лучок с огорода. Вот такой вот наш ифтар. Так, друзья, чистый стол не показала, показываю вам уже, можно сказать, грязный стол, да, после того, как мы поели. Посуду, как видите, очень много, но имейте в виду, что от того, что мы готовили много, видите, практически не так много и поели, хоть нас и очень много. Салатик я переложила вот сюда. Салатик получился очень вкусный, хотя я не очень-то люблю чим-чим, но на этот раз мне очень понравилось. И то, что я положила острый перчик красный, прям вот такую хорошую изюминку, можно сказать, дало. Так, ну все, теперь вот буду убирать посуду. И сегодня вовремя лягу спать после последнего нашего намаза.
Ну вот, закончила я свою уборку, друзья. Помыла полы, помыла посуду, помыла газовую плиту. Ну так, сказать, что капитально нет. Так, по-быстрому. И, скорее всего, хворост сегодня не буду делать, потому что я устала. Есть там печенье, компотик попьют, придут с намаза домой. Чайку попьют, а я пошла делать намаз и, наверное, уже ложиться. Потому что снова уже в 3 часа вставать. Ну вот как-то так, друзья, у нас сегодня. Всех благ вам, мира и благоденствия. Алмар Кабулдот Масари.